Вот мы уже припарковались и идем в сторону центра города. Вот мы идем. Мы решили сходить в кафе, попить кофе. Хотелось бы сходить в желатерию, но не знаю, надеюсь, что все в порядке будет с этим. Ух ты, что это такое интересное? Олень какой-то. А тут что? Тут сова. Смотрите, как интересно. Смотрите, какой дядька в доме стоит. Такой прикольный дядька. Вот, оказывается, есть раменная. Надо будет Максима сюда сводить. Смотрите, как будто флаг тут, как огонь развивается, да? Смотрите, какой магазин украшений. И тут вот всякие крестики, не знаю. Тут очень красивые камни, драгоценные, натуральные. Ой, круто вообще. Вот тут такие вот вообще очень интересные вещи есть. Супер. Опалы. Вообще красивые, очень по 820 евро. Тут вот еще вот такие всякие украшения. И вот видите, какой опал вертится на этой, на тарелочке, на подставочке. Тут вот так вот. Очень красивые вещи, вообще шикарные. Так. Что это за магазин-то, как называется? Тут такие тоже очень крутые украшения, конечно. Так, название. Ну вот. Муж мой издалека увидел ведьму, говорит, давай подойдем, а что это такое? Ну реально интересно украшено. Смотрите, вот там будто бы ведьма лезет в окно. Тут, значит, сидит ведьма, типа, вообще ворон такой. Вороны, много воронов украшено, все так интересно. А что это за место? Папа. Что это? Пивная. Ну круто украсили. Красиво, да. Белое вино ведьм. Weissbier Hex. Да, белое вино ведьмы. Прикольно. Круто сделали. Вот такой интересный памятник мы увидели сейчас. Правда, ветер. Я извиняюсь за ветер. Статуя называется «Предвестник». Аллегория. Состояние на пороге третьего тысячелетия. Старое разрушается, освобождая место для нового, столь необходимого. Двигаемся дальше. К желатерии. Дороговато, да. Тут пистолеты продают. Разнообразные. Хотите пистолет? Караоке. Хотите караоке? Starlight караоке. Кафе, коктейль, лаунж. Так. Максим сегодня в школе. In Schule. И мы без него сегодня гуляем с родителями. Такой бар интересный тоже. Вот. У него все нормально, только он перестал есть. От слова совсем. Он выходит из дома утром, порой даже не попив воды. Я его заставляю силком пить воду. Идет в школу. В школе он, естественно, ничего не ест, не пьет. Очень редко. Максимум, что он может там съесть, это какую-нибудь булочку на обеде. И потом, когда он идет домой, он не идет домой, он идет гулять с друзьями, и там тоже не ест. Потом приходит вечером. Я говорю, ты есть хочешь? А он мне говорит, я съел одну анигиринку из Альди, магазин такой продуктовый. Я говорю, ты наелся на весь день? Он говорит, да. Я говорю, ну неужели ты совсем не хочешь есть? Он говорит, нет. Он похудел уже на 40 килограмм. Останавливаться, видимо, он не собирается. У меня уже начинают подозрения быть на анорексию какую-то. Потому что человек с ростом 1,90 м весит 73 килограмма. И продолжает не есть. Может быть, у него какое-то отсутствие аппетита патологическое. В общем, нужно вести, видимо, к врачу товарища. Вчера силком накормила. Приготовила ему там пюре картофельное, бутерброды. Хоть как-то, говорю, вот твое любимое, все, наедайся. Иначе, говорю, просто умрешь от голода. Он с очень большой неохотой. Это все, значит, поел, но прям не хотел есть. Как вы заставляете своих детей кушать? Расскажите. Подбираемся к Лоренцкирхе.
потихоньку идем. Жизнь, как обычно, кипит в Нюрнберге. Все отлично, все хорошо. М&М's дают ням-нямку. Всякие сладости, видите? Скидки. Со скидкой. Хотя это вовсе не скидка, ну ладно. Ну ладно. Так, мы у Лоренскирхен. Продают всякие лаваши. Такая интересная вещь. Смотрите. Это что-то с яблочками, прям яблоневые такие штучки. Прикольно вообще. Такой ларечек красивый. Тут все уже так под Рождество. И вот видите, тут опять у нас музыкант. И там уже, видите, украшено под Новый год, под Рождество. Все такая прелесть вообще. Мы пришли, только я ничего не понимаю. А где наше кафе? Вот сюда, наверное, вход, да? Или что? Его нет. Его нет? Его сделали вместо него рождественский магазин. Да. А кафе? Эй! А где мы будем пить Да, кофе? 10-11 по 30 12. А где родители? Они исчезли. Смотри. Вот. Пошли внутрь 10-го зайдем. Они закрыты. Закрыто. 10-11. Пошли так посмотрим. Блин, вот и попили кофе. Боже мой, так долго шли, чтобы кофе попить. А оказалось кафе, теперь магазин. Вот так. Круто. 10 ноября только откроется. Красиво выглядит. Вот мы пришли в Мишбар, попробуем сюда сходить кофе попить. Так, мы в Мишбаре, вот тут такие столы, вот такая обстановка интересная. Так вот все выглядит. И мы сидим. Такой капучино нам приготовили. Нет, все, Вот ты такой кушай. красивый пирожок принесли, шоколадный. Такая красота прям вообще. Это же вообще прелесть просто. Вот такой мне сделали авокадо-брод. Из 2 бротов. Красиво выглядит вообще. Такой шикарный прям. Понравился. Сейчас будем пробовать. Все, мы выходим. А сейчас пойдем. Так, вот мы теперь вот здесь прогуливаемся. Вот, тут такой балкончик. Видите, цветочки еще растут. Супер. Так, мы продвигаемся. Тут у нас бычок, как обычно. Знаете, да? Такого бычка. Мой муж. Тут улица такая красивая. Магазин тоже любопытный. Одежда продается, но и украшения. Смотрите, какие красивые кольца. И сережки с кристаллами. Прям браслеты такие шикарные. Видите, как интересно смотрится. Вообще прям прелесть, такая нежнятина. Видите? Мы идем с мужем и обсуждаем самый знойный сериал турецкий «Зимородок». Я сейчас его смотрю, «Зимородок» этот. Ну, потому что, в общем, у меня болела спина, защемилась дальний нерв слева. И, в общем, я такая вся расквашенная. И я решила посмотреть сериал. И этот сериал «Зимородок», вот, кстати, посмотрите турецкий сериал «Зимородок», он очень интересный. Я не знаю, ну, лучше, наверное, не придумаешь. Вот это вообще из всех сериалов, которые я турецкие смотрела, когда бы то ни было, самый интересный. Очень крутой. Вот. Но там все время идут скандалы. Ну, как в любом турецком сериале. Все орут, все кричат, все кидаются друг в друга мебелью, там, посудой и гантелями. Вот. Ну и, в общем, мы идем, обсуждаем все там знойные моменты. Кто от кого, куда. Там беременные, не беременные. Ну, в общем, очень интересно. Я вам расскажу немножко, как предисловие сериала, чтобы, не дай бог, не спойлернуть. В общем, жили-были 2 сестры. Они жили в провинциальном городе Антеп. По-моему, так назывался город. Антеп. Да, Антеп. Вот. И их всю жизнь били. То есть у них мать вся забитая, отец ее бил. И их использовали как не господ, а служанок, хотя у них богатый дом. Папа даже не нанял слуг, а их использовал как слуг. Он их всю жизнь воспитывал. Он нанял им учителей, там все, они знают там французский, умеют играть на музыкальных инструментах. Это все понятно.
Но он все это и им как сделал, но именно как будто как под кнутом, да? Вот он их заставлял это все делать, учить там и все, и бил их, бил. И мать избивала. Они все время в синяках, все забитые, все покорные. Еду Ни разу закрывал от них на не замок. Да, у них, короче, еда в холодильнике закрыта на замок. И можно брать по расписанию, а они питались всю жизнь объедками. Отец позовет гостей. Вот. И они питались вот после уже всех гостей, после как типа отца и тети, они доедали. И так они всю жизнь прожили. И вдруг пришло время старшую выдавать замуж. И, в общем, они ей, раз он и так и очень много денег типа вложил в них, самого богатого жениха. А тут провинился как раз один внук очень богатой семьи, Ферит, и его решили женить. И вот как раз им подобрали в Антепе, на родине их дедушки, богатую невесту, воспитанную невесту, непорочную, но и тоже из богатой семьи. Там у отца земли и все. Отец вообще в жизни не работал. Вот. Но так получается, что как у них такой типа магазин, где пахлаву продают и все. Он сталкивается с Сейран, младшей сестрой, влюбляется в нее, так как они ругаются, ему она понравилась, и он решает жениться вместо старшей сестры на младшей. Вот. И вот там все это завязывается. В общем, ого-го как. В общем, интересный сериал. Так что посмотрите. Нет, он же на самом верхнем у нас. Нет, ниже. Как ниже? Ты чего? Ниже только первый, мы на втором. На первом ремонт. Ты чего? Здесь все, вот там. Нет? Ну пошли тогда в другое место. На последний этаж, значит. Слышишь? Так, пошли. Вот, и в общем, сериал просто потрясающий, потому что девочки реально очень сильно избитые, забитые и всяко вот прям это. Я даже шортс про это сделаю, про этот сериал, потому что очень крутой сериал. Они воспитанные, они милые, они красивые, они прям идеальные, не целованные, там, не троганные. Но они прям вот он их бил, всю жизнь бил. Ужасный, в общем, тиран такой отец. Я вообще была в шоке, когда это все смотрела. И он их, конечно, весь сериал тоже бил, ну ладно. Это уже спойлернула я. Не, нам на следующий этаж. Нам, да. Ну, там про любовь, конечно. Про любовь, про скандалы, интриги, расследования. В общем, смотрите. Он длинный. Там, говорят, несколько сезонов. Я уж так не сильно продвинулась еще, потому что времени особо нет, работы же много. Я работаю сутками, сплю по 4 часа. Вот, и это... Да, вот мы пришли. Давайте уже смотрите эзотерический отдел. Мы уже в Таллии. Ремонт пока только идет. Так, тут какую-то книжечку представили, смотри. Ди, супер, мильф. Милфа, это... Я не помню слово милфа. Это о чем? Милфа. Женщина средняя. Да? Я милфа, что ли? Не, я уже старая. Ладно, все. Вова мой махнул рукой, говорит, нет, ты старье. Я говорю, я уже даже не это самая милфа, да. Надо погуглить, а что это такое милфа? Может, он вообще не знает, что это такое. Может, он хуже меня знает. Так. Ну что, где все карты Таро? Ля-ля-ля. Что за чинно? Что интересное. Что-то. Айчинг. Ага. Китайский. Да, вот такие карты. Так-то ничего, неплохо вроде. Сколько стоит? 24 евро. Может взять? Давай. Так. Надо же колоду вынести отсюда какую-нибудь. Ну вот это мне еще, я тоже ее хотела, но она так вот тоже так все. Мы же с тобой на такую же зеленую смотрели годами. Зеленый. Да, конечно, это тоже интересно. Так, а что тут еще есть? А где все карты вообще? Куда их дели? О, смотри, кукла Вуду. Ой, она что с ней? Она что, резиновая? Смотрите, какая. Что это? Оно такое странное. Что-то. Надпись босс. Я вижу. И гол. Это кукла Вуду на вашего босса. Как навести порчу на босса?
Особенно в Германии актуально, кто здесь ни во что такое не верит, и как раз нормально. Напугать невозможно, а порчу навести реально. Так, смотрите, какие сегодня лазуриты, ляпис лазули. Красивые, ничего не скажешь. Особенно вот этот красивый, с блестяшками. Да. Ну вот я падкаю на блестяшки. Падкаю. Женщина. И вот такое мне все тоже очень нравится. Агаты, я вообще очень люблю агаты. Жарко встает, накаляется обстановка. Атмосфера. Я сегодня ничего только не купила, боже мой. Я разорила, как его, индийский магазин Самсара. Вынесла. Подержи, говорит, подержи. Ой, что ты там смотришь? Хоть нам-то рассказывай. Концентрашн? Угу, здорово. Что это такое? Масло какое-то. Масла смотрит Вова. Концентрашн, маслашн. Так, ну что тут у нас? Значит, эзотерик. Вот мне тоже нравится так. Все отделы вот так красиво подписали. А эзотерик никто не подписывает, потому что всем противно, видимо, или что, я уж не знаю. Так. Возможно, будут опять переставлять. Представь себе первый этап. Так, я смотрю, тут чего-то новое еще появилось. Ну, подержи. Так. Я увидела несколько новых вещей. Вот, допустим. Вот этот Sacred Destiny. Не, Sacred Destiny у меня есть. Есть. Так, это у меня тоже есть. Ага, вот. Майя Astro Cards. Ну-ка, давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, не впечатляет, конечно. Не постарался художник, ладно. Ну да. То, что я взяла, это оптималочка, конечно. Потому что все остальное у меня, конечно же, есть. Боже, когда я открою свой магазин эзотериша? Мне нравится это все. Такие штучки. День-день-день. Красиво. Сегодня у нас все на восточное, куда-то там в индийское все тянет, да? Круто. Видите? Такие всякие вещи. Все по чакрам, палочки по чакрам. Мне кажется, это угольные палочки. Я такие не люблю. Черные, знаете, такие. В общем, если вы покупаете индийские палочки, никогда не берите черного цвета. Что сама палочка черная. Это значит, она на смоле, а это значит, что это будет все чадить и ужасно вонять. Вот так. А, допустим, эти палочки явно отличаются от вот этих палочек. То есть это очень хорошо видно. Вот. Но эти тоже могут оказаться угольные. То есть нужно смотреть. А вот эти вот тут уже больше надежды, конечно. Кто-то вскрыл. Тоже смотрели, видимо. Еще на запах можно определять. В общем, если коробка вот такая толстая, надежды больше, что вы купите нормальную палочку. Вот такой вот книжный. Смотрите, тут какие-то съемки идут. Так круто вообще. Все друг у друга что-то снимают. Потрясно. Здорово. Класс. Телевизионщики. Как я это люблю. Даже елки кто-то поставил. Ну, обалдеть. А еще очень шумно из-за ремонта. Мы заходим в Мюллер. Тут уже все приготовлено к Рождеству. Здорово. Проходим. Круто. Рождество. Скоро Рождество. Елки, подарки, адвенты. Кстати, адвент мне надо купить всем в подарок на Рождество. Это все дарится 1 декабря, представляете? Ой. Мы проверять пошли фигурки, потому что, чтобы утешить Максима, чтобы у него появился хоть какой-то аппетит. Так, мы пришли смотреть фигурки. Давайте все осмотрим. Так, тут вот есть Наруто. Ой, Звездные войны меня всегда привлекают, но Максим их никогда не хочет. Так,
Что мы тут видим? И этот есть, кто ест лапшу. Вот они все теперь с лапшой, да, стали делать. Так. Что еще? Вот Мицуки и Сарада. Это там у нас уже все есть, извините. О. Так. Тоже сегодня ничего. Ну что ж за напасть? Сегодня нет фигурок. Все скупили. А? Вот. Только так вот это оборудование. Да. Ничего. Обидно. Ну ладно. Так, вот мы опять пришли в цветочный. Хотим выбрать какие-нибудь цветы. Сейчас посмотрим, что тут есть. В прошлый раз вот было много всего, а сейчас... А вот нет. Парк Роуз. Красивый, ничего не скажешь, да. Парк Роуз, сколько стоит? О, 11 евро. Угу. А это почем? Тюльпаны по 8 такие. Красивые тоже. Интересные. А вот это? Вот это почем? По 8 тоже. Короче, сейчас что-нибудь выберем. Какие-нибудь цветы. Смотрим. Вот эти я еще об них думала-то. Вот этих звездочках. Так. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. Мы все же купили букет белых хризантем, но их тут не видно. Маме взяли букетик. Так, и идем уже в парковке, чтобы уехать. Сегодня был насыщенный день. Вот. И наелись, и напились, и нагулялись по магазинам. Класс. Иногда нужно отдыхать, чтобы не было окончательного профессионального выгорания. Быстренько залетели в Ультракомикс, чтобы посмотреть для Максима что-нибудь. Быстренько. Сейчас будем смотреть. Так, что есть? Так, тут ничего. А вот это вот у нас есть, не помнишь? Это кто? Есть, да, Пейн. Пейн, да, есть. Харачимару. И вон, это тоже шинки. Ну, Харачимару такой есть, не помнишь? Мы же его в прошлый раз купили. Да, все понял, это свежий. Так, свежий, да. Так, что еще? Не люблю я бегать. Не мое это. Ну, сейчас посмотрим.